уважаемые делегаты съезда, сегодня много говорилось о такой важной проблеме, как сохранение хакасского языка. Во всех практически выступлениях это звучало. Я хотела бы немножко в другом ракурсе эту проблему осветить, а именно вот с точки зрения сельской школы, в которой обучаются дети, изучающие хакасский язык. В Куйбышевской школе, директором которой я являюсь, учатся дети из хакасских аулов Чаптыкова, Шалгинова, Куйбышева и Кайбалы. И в этом году, 1 сентября, впервые за много лет, в первый класс нашей Куйбышевской школы не поступило ни одного ребенка, разговаривающего на родном хакасском языке. В Кайбалах, где дети слушали хакасский язык с молоком матери, ни один первоклассник этого года не знает родной язык. Это случилось впервые за многие годы, и я боюсь, как бы этот год не стал точкой невозврата. Ведь в 3 из перечисленных сел, это в Чаптыково, Шалгиново и Куйбышево, вернуть хакасский язык в семью будет очень трудно, я думаю, практически невозможно, так как языком уже не владеют и сами родители. В Кайбалах пока ситуация другая. Из 20 учеников, кто учится в Кайбалах, только в одной семье родители не знают хакасский язык, в остальных семьях языком владеют. Удивительная ситуация. Когда мы встречались с кайбальскими родителями, они говорят, что вот почему-то мы в семье с мужем, жена разговариваем на хакасском языке, а вот с детьми почему-то на русском. Как это произошло? Сможет ли школа восполнить полноценно этот пробел семейного воспитания? Вообще надо сказать, что со времени проведения 12-го съезда в образовании вот в этом направлении произошли серьезные изменения. Я вообще, Владислав Михайлович, не хочу согласиться с вашей оценкой работы правительства Министерства образования. Мне кажется, вы как-то жестко сегодня высказали свою точку зрения, потому что многие проблемы решаются. Я не буду говорить про проблемы, не касающиеся языка. Я думаю, все учителя, кто здесь находится, их, думаю, много знают. В каждой школе такие работы были капитально проведены, ремонты. А по языку, да, на самом деле, все дети у нас в школах имеют 100% учебников. Это важно. Самая главная проблема, я думаю, она решена. Во-вторых, найдены интересные пути решения кадровой проблемы. У нас учителя хакасского языка в школе стали элитой, потому что реально они получают зарплату на 15% больше, чем все учителя остальных предметов. Понятно, что учителя хакасского языка чувствуют ответственность, понимают свою миссию, занимают лидирующее положение в плане введения нового образовательного процесса, отвечают за результативность. В Куйбышевской школе у нас хакасский язык преподают 6 учителей. Из них 3 – это учителя-стажисты, опытные, заслуженный учитель Республики Хакасия Клавдия Сергеевна Чебодаева, почетный работник общего образования Российской Федерации Толмачева Галина Петровна, финалист республиканского конкурса «Учитель года» Чебокчинова Валентина Августовна. Но в связи с этими мерами профессия учителя хакасского языка становится престижной. И к нам в школу пришли молодые учителя хакасского языка. Вы видите, какая молодежь? Вот у нас тоже такие же молодые учителя, энергичные, амбициозные, перспективные, которые над компьютером не боятся конкурсов, показывают уже сейчас замечательные результаты. Я думаю, для решения кадровой проблемы, повышения престижа профессии, на самом деле немаловажен тот факт, что студенты в ХГУ на профессии по специальности учителя хакасского языка получают доплату 2000 рублей. У нас из Куйбышевской школы прошли через факультет порядка 13 выпускников. В школе, вы говорите, дети не говорят. Говорят, вот если речь была в Аскизском районе, что ребята не хотят в 9 классе сдавать экзамен по родному языку, у нас вот буквально нынешний 9 класс 64% собираются сдавать ОГЭ именно по родному языку, потому что чувствуют уверенность в своих знаниях. И я думаю, они покажут результаты. Но опять же, отличие тех детей, которые пришли в школу со знанием хакасского языка, и тех детей, которые пришли в школу, не зная хакасского языка. Вот надо дать должное, сейчас появилось очень много интереснейших конкурсов для детей, для студентов, для школьников. И, например, взять нашу 11-классницу Видершпан Эму, победительницу республиканского конкурса сочинений на хакасском языке,
любимая книга писателя Хакасии, или десятиклассника Ивана Чеченина, победителя, призера 3 республиканских конкурсов. Чуртызахтар, созвездие юных, весна в Хакасии. Это дети, которые 10 лет назад, 9 лет назад пришли именно из зала Кайбалы, которые с молоком матери впитали родной язык. Они его понимают, чувствуют, с удовольствием откликаются на те знания, которые вот в течение всех этих лет дает им учитель. Но, к сожалению, те дети, которые пришли, не зная хакасский язык, понятно, что они изучают хакасский язык как иностранный. Знания школа им даст. Но эти знания будут абсолютно другие. Такого понимания, как, вот, например, у тех детишек, вот, про которых я сказала, конечно, у них не будет. И результат на выходе будет намного хуже. Поэтому у меня, как у директора школы, нет обиды ни на правительство, ни на наше министерство. Я не могу предъявить претензии педагогам школы, не только Куйбышевской, но и любой другой, где обучаются дети хакасской национальности, потому что они работают от души и делают все, чтобы дети знали хакасский язык. Но отвечая на тот вопрос, который вот я ставлю, может ли школа полноценно вложить родной язык в душу, сердце ребенка, как это может сделать семья, я думаю, ответ очевиден, что нет. Какой выход? Все правильно. Вернуть язык в семью. Это возможно сделать, увы, далеко уже не во всех хакасских селах. Да и вообще возможно ли? Но мы в Бийском районе оптимисты. Главой района Юрием Николаевичем Курлаевым принято решение объявить Кайбалы экспериментальным селом по возвращению хакасского языка в семью. Для этого мы планируем много мероприятий, но вот 3 направления такие. Провести цикл встреч родителей села Кайбалы с известными людьми, общественными деятелями, способными убедительно показать, как родители объединяют своих детей, не давая им возможности знать, понимать свой родной язык с рождения. Мы уже 2 встречи провели. На последней встрече, спасибо, приехала Топоева Людмила Сергеевна со своим сыном Анатолием. Замечательно они пообщались с нашими родителями. Второе направление. С помощью клубных работников, фельдшеров ФАПа, работников школы, продавцов местных магазинов создать хакасскую языковую среду в селе. Пришел ребенок в магазин, это у нас инициаторы «Красный ключ». Пришел ребенок в магазин, ты должен, не получишь ты коробку конфет, пока не объяснишь продавцу на хакасском языке. Направление, на которое мы пойдем в районе, это обеспечим, мы уже вот с 1 сентября вот этого года обеспечим денежное поощрение родителей, чьи дети придут в 1 класс, разговаривая на хакасском языке, в сумме 10 000 рублей. Для детей из зала Кайбал, но и для всех сел хакасского района. Придет русский ребенок, зная хакасский язык, тоже так же родители получат вознаграждение. Придет 2 ребенка из семьи, знающие хакасский язык, в 1 класс, получат 2 раза по 10 000. Поэтому у меня, конечно, такие 2 предложения. Первое, я все-таки, Владислав Михайлович, Татьяна Андреевна, я уже обращалась к вам. Я призываю общественные организации, Лигу хакасских женщин, Совет старейшин, что называется, пойти в народ. Люди вас слушают, уважают, надо ездить, убеждать родителей, но как-то не слушают слова и аргументы. И хотела я сказать Виктору Михайловичу о том, что да, программа по поддержке малых сел, конечно, хорошая программа, но очень хочется, чтобы была программа поддержки семей, в которых живет язык, где сохраняется этот язык, где он передается из поколения в поколение. Спасибо.